эфире «Итоги дня». Расскажем о самых интересных событиях за сегодня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах. Совет Федерации одобрил закон о запрете пропагандировать идеологию Child Free. В Якутии повсеместно проходят рейды по пресечению несанкционированного проезда по ледовым переправам в рамках первого этапа акции «Безопасный лед». После долгой паузы в Мирнинском районе возобновил свою работу образовательный молодежный форум «Вилюй». Ежегодно 20 ноября в России стартует всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка. Совет Федерации одобрил закон о запрете пропагандировать идеологию Child Free и о штрафах за его нарушение. Первый документ поддержали 162 сенатора, один высказался против. Воздержавшихся не было. Закон устанавливает, что выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей, будут обязаны владельцы сайтов. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Кроме того, фильмам, содержащим подобную пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения. В Якутии повсеместно проходят рейды по пресечению несанкционированного проезда по ледовым переправам в рамках первого этапа акции «Безопасный лед». Подробнее о ситуации в своем сюжете расскажет Тимур Калмогоров. С понижением температур лед становится все толще. Но несмотря на это, большая часть ледовых переправ официально пока не открытая в связи с непостоянным погодным фоном, из-за которого толщина льда может разниться. И здесь, на переправе Хатасы-Павловск, официально еще не открытой ледовой переправе, несмотря на знаки, разъезжают большое количество машин. Рискуя своими жизнями, водители пересекают эту реку. Профилактическая работа с нарушителями ведется сотрудниками органа гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям, ДИМС, ГИБДД, административной комиссией и подведомственными организациями. Ведутся профилактические беседы, проходит фиксация номеров машин и их марок. На сегодняшний день по закрытой ледовой переправе Хатасы-Павловск осуществляют движение только транспортные средства. Таксисты перевозят пассажиров, тем самым подвергают жизнь пассажиров опасности, потому что, как мы можем наблюдать, с правой стороны еще до конца лед не замерз, и вода, открытая местность воды, она парит. Для водителей, пересекших реку, несмотря на запреты, предусмотрена административная, а за перевозку пассажиров и уголовная ответственность. Согласно статье 9.10 Кодекса административных правонарушениях Республики Саха-Якутия, несанкционированный выезд на лед влечет наложение штрафа на граждан до 5000 рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 1 миллиона рублей. Кроме того, статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а в случае, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью, либо смерть граждан, это может повлечь уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Тем временем ведется усиленная работа по обустройству и подготовке автозимника Хатасы-Павловск. Его официальное открытие планируется на конец ноября. После этого по данному маршруту смогут совершать движение машины весом до 3 тонн, а сотрудниками будет вестись работа по контролю за допустимым весом машин. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Субсидирование авиабилетов, новые инфраструктурные проекты, решение логистических вопросов – это лишь часть тем, которые руководство Якутии поднимает на транспортном форуме в Москве. Сегодня второй день крупнейшего в стране отраслевого события. На месте работают наши коллеги. На прямой линии Максим Кардозу. Максим, я тебя приветствую. Какие новые вопросы уже успели обсудить на полях форума? Юрий, приветствую тебя. Действительно, деловая программа на форуме здесь сейчас очень насыщенная. С утра мы успели побывать на круглом столе Государственного совета по транспорту. И одна из главных тем, которая там была озвучена, это развитие президентской программы магистральной инфраструктуры.
В нем принял участие и глава республики АСН Сергеевич Николаев. И в нашей республике по этой программе с 2019 года было реализовано и реконструировано 11 аэропортов. Еще 3 сейчас находятся в процессе. Для нашего региона это очень важно. Я думаю, ни для кого не секрет, что в некоторые регионы республики добраться, кроме как на самолете, это невозможно. И, конечно, для нас это все очень актуально. И глава республики АСН Николаев поднимал вопросы вот на этом круглом столе, на котором принимали участие представители Министерства транспорта, других федеральных ведомств, вопросы о реализации второго этапа этой президентской программы. У нас в Якутии в него войдут 4 аэропорта. Одни из них это, например, Зырянка и Полярный в Удачном. И вот, что говорит АСН Николаев. Он говорит о сдвижении, например, финансирования, чтобы оно поступало быстрее к нам. Не в 2028-2029 году, как это планируется, а чтобы все эти средства были как раз реализованы чуть раньше. Давайте послушаем, что сказал глава региона. Мы просим перенести их все-таки на более ранние сроки, потому что аэродром Зырянка, это на Колыме, 1100 километров от Якутска, его просто смывает уже, надо строить новый. Что касается Удачного, вот аэропорт Полярный, это для нас стратегический аэропорт, это центр алмазной нашей добычи, Удачный. И сейчас, когда первая очередь завершается, потом делать перерыв, да и потом вторую очередь делать, так, где у нас часть перрона, рулежные дорожки, очистные сооружения, ограждения и так далее, я считаю абсолютно нелогичным. Инициатива главы республики, ее поддержали. В общем, все будет в рабочем режиме обсуждаться. Также на полях форума было подписано соглашение между правительством Республики Саха-Якутия и Федеральным агентством речного и морского транспорта России. Так в этот документ вошли новые маршруты, которые будут создаваться на речном флоте, по рекам республики, например, по Лене, а также еще прошло большое такое деловое обсуждение создания в Нижнем Бестяхе большого мультимодального логистического центра, который соединит в себе железную дорогу, автомобильную дорогу и речной флот. То есть это будет такая большая база, такой хаб, который сможет аккумулировать продукты, различные стройматериалы и другую продукцию. Такого в республике еще не было. Это должно повлиять, конечно же, на быструю логистику. Да, грузы будут доставляться без каких-либо перебоев, они будут содержаться в одном месте. И причем это ультрасовременное сооружение, где можно хранить, например, быстро скоропортящиеся продукты, и они будут в хорошем состоянии. Также эксперты говорят, что это повлияет и на стабилизацию цен. Давайте послушаем, что сказал председатель правительства республики, а также глава Федерального агентства речного и морского транспорта. По сути, это стыковка железной дороги с речным транспортом и выход на Северный морской путь. Поэтому увязанные с этим проектом это субсидирование речных перевозок, это обновление парка речных судов, в том числе с задействованием Жатайской судоверфи. Естественно, когда такой объект запустится, нам будет необходима поддержка государства и федеральных агентств для того, чтобы производители могли свою продукцию с устойчивым платежеспособным спросом размещать. И таким образом мы будем обновлять флот тех предприятий, которые сегодня обслуживают речные перевозки. Мы хотим, чтобы в Нижних Бестях был такой большой хаб, который будет сосредоточить груз с Иркутской области. Вы знаете, там построен завод сегодня газохимический, который полиэтилен выпускает. Эти полиэтилен надо доставлять, переправлять. И вот по Лене он будет накапливаться в Нижних Бестях и потом будет уходить либо на север, либо на Джалинду и так далее. То есть нам очень важно было сегодня, чтобы вот этот комплекс мультимодальный, он ожил и начал приносить уже какую-то доходную часть. Прямо сейчас идет пленарное заседание транспортной недели с участием премьер-министра страны Михаила Мишустина. И после него, наверное, можно сказать, в каком направлении вообще будет развиваться транспортная инфраструктура в нашей стране, какие главные вопросы будут поставлены. Но, кстати, Юра, я хочу сказать, что сегодня еще и праздник, День сотрудника транспорта. Так что всех причастных поздравляю. Что ж, Максим, спасибо. Мы также присоединяемся к поздравлениям, но от тебя будем ждать дальнейших подробностей. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Максим Кардозо. Вернемся в Якутск. С 2007 года в Якутске работает единая диспетчерская служба пассажирских перевозок. В режиме онлайн диспетчеры службы отслеживают движение машин, корректируют графики, если автобусов на тот или иной маршрут вышло меньше запланированного. Также сотрудники службы реагируют на все обращения пассажиров. Подробнее расскажем в следующем сюжете.
Ежедневно на дороге Якутска выходит более 250 пассажирских автобусов. За движением машин следят сотрудники Центральной диспетчерской службы. Если какой-то автобус сломался и сошел с маршрута, диспетчер знает об этом в режиме онлайн. На сегодняшний день в каждом автобусе установлены у нас датчики мониторинга, то есть которые дают сигнал на диспетчерскую сюда на пульт. И, соответственно, в онлайн-режиме, то есть, как мы можем видеть вот на экране, в онлайн-режиме идет обработка информации и выводится на экраны. Также у нас есть директора, которые для их помощи, то есть в виде, где автобус, какой с линии сошел. Также есть диспетчера у нас поддерживают связь с каждым водителем. Где-то что-то случилось, поломки или еще что-либо. Мониторинг целиком пассажирских перевозок наших перевозчиков. Несколько лет назад появилось мобильное приложение «Умный транспорт», благодаря которому можно самостоятельно отслеживать движение автобусов. Но и с его появлением звонков в диспетчерскую службу значительно меньше не стало. Не все пользуются умным транспортом, напрямую звонят в диспетчерскую службу, и уже диспетчера предоставляют информацию, где, когда будет автобус. Принимаются звонки от горожан по поводу потерянных вещей, принимают у них конкретно, что забыли, что потеряли, и через WhatsApp передают водителям на маршрут. Также в каждом автобусе установлены тревожные кнопки, и в случае возникновения внештатной ситуации информация также отправляется на пульт диспетчера. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. После долгой паузы в Мирнинском районе возобновил свою работу образовательный молодежный форум «Вилюй». Всю неделю молодые люди будут разрабатывать свои проекты для улучшения жизни в Алмазном крае. Более подробно смотрите далее. Образовательный форум «Вилюй» был учрежден 14 лет назад. И после долгой паузы поселок Светы стал центром притяжения лучших молодежных команд. В этом году форум объединил 60 участников в возрасте от 18 до 35 лет из разных населенных пунктов района. Когда я ездил в 2016 году, это уже было не так осознанно, потому что я ездил от МРТК, от регионального технического колледжа города Мирного. И то есть нас вписали в список, мы даже не знали, куда мы едем. И вот когда я уже побывал на форуме, мы поняли, как устроен, что вообще будет происходить. И то есть это уже заинтересовалось более подробно. И вот когда уже после долгого времени, там сколько не было, около 6 лет в общей сложности, я вновь здесь, но уже приехала с идеей. Молодые люди прибыли, чтобы разработать и предоставить свои проекты для улучшения жизни в Мирнинском районе. В ближайшие дни участников будут обучать навыкам и знаниям, необходимым для успешной реализации их идей. С сегодняшнего дня мы уже генерируем какие-то идеи и начинаем работать над проектами. Пока у нас только идеи есть. При помощи пятерки серьезных экспертов молодые специалисты создадут эффективные команды, способные генерировать идеи и искать ресурсы для их реализации. Задача достаточно большая поставлена, если честно, и подобные задачи решаются чуть другими масштабами, в том числе по количеству участников, количеству дней. Поэтому я вместе с собой привез целую команду спикеров, лекторов. Все они из Карелии, получился такой хороший карельский десант. Я являюсь кандидатом экономических наук, вместе со мной приехал доктор экономических наук, профессор. У нас есть известный очень адвокат, критик, оценщик всех проектов. У нас есть творческий человек, архитектор впечатлений, и также человек, который много лет работал со студентами, с молодежью, с профсоюзами, как раз именно по организации образовательных процессов. Участники будут работать по одному из 4 направлений – медиа, предпринимательство, развитие лидерских качеств и патриотическое воспитание. А по итогам форума лучшие проекты будут реализованы. Анна Васильева, Мирный. Сегодня отмечается Международный день защиты прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций была принята соответствующая декларация, а спустя 30 лет в 1989 состоялось подписание конвенции. В Алданском районе в течение месяца повсеместно проходили различные мероприятия и акции, направленные на защиту прав детей и подростков. Своеобразной итоговой чертой явилась ежегодная игра «Закон и ребенок». Подробности далее.
Не знаешь своих прав – ты не прав. Таков девиз ежегодной деловой игры «Закон и ребенок», в которой знаниями меряются старшеклассники и студенты. На правовом поле, развернувшемся в стенах Алданского политехникума, сошлись 6 команд. Задания были нацелены как на раскрытие имеющихся у ребят знаний, так и на повышение грамотности и на формирование мотивации к знакомству с Его Величества законом. Естественно, я считаю, что это нужно рассказывать как можно больше, потому что чем больше ты знаешь о праве, о государстве, о своем, тем, мне кажется, ты лучше будешь в будущем жить. В этом году состоялся финал финалов правовой игры. Такой поединок проходит один раз в 3 года. На правовом поле сошлись команды-лидеры 2022 и 2023. Юным правоведам предстояло ответить на теоретические вопросы, разобраться в предложенных ситуациях и смоделировать конфликт, разрешение которого прописывали бы различные кодексы. Немало изобретательности и находчивости требовали творческие конкурсы. Интересный формат этой игры. По одному ученику от 7, 8, 9, 10 класса, 11. Разный уровень подготовки. И, конечно же, первая задача – это сформировать команду. Ну, а каждый раз желаешь своей команде удачи, успехов. Ну и у нас такая позиция. Мы всегда желаем успехов и нашим соперникам. И пусть победит сильнейший. Инициатором проведения районной деловой игры является Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В этом году «Закон и ребенок» проводится в 9-й раз. Стоит отметить, что популярность правового поединка среди молодежи не ослабевает. Основной целью нашего мероприятия – это чтобы дети углубленно изучили права и обязанности. 20 ноября отмечается Международный день защиты прав ребенка. Соответствующая декларация была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1959 году. В Алданском районе в течение месяца проходили различные мероприятия и акции, направленные на защиту прав детей и подростков. Игра «Закон и ребенок» стала своеобразной итоговой чертой. По долгу службы нам приходится сталкиваться с тем, что нарушаются права детей, и мы не только этой игрой, но и накануне стараемся пройти по школам и рассказать все-таки, какие у нас у детей есть права, но не только права, они должны знать свои обязанности и ответственность за то, что могут сотворить. Судейская коллегия оказалась очень серьезной. В ее состав вошли практикующие юристы, представители социальной защиты и сотрудники органов профилактики. По мнению членов жюри, деловая игра весьма актуальна. Дети – это не только наше будущее, но это особая категория граждан, которая нуждается в нашей и поддержке, и в защите. И здесь очень важно то, что подобные деловые игры, они формируют, именно моделируют определенные события, определенные условия поведения, с тем, с чем наша молодежь может уже столкнуться непосредственно во взрослой жизни. Бесспорная польза деловой игры состоит и в том, что участие в ней формирует у ребят уважение к правам других людей. Кроме того, подростки глубже изучают не только собственные свободы, но и обязанности. Одна из главных идей, в том числе деловой игры, что у каждого человека, и помимо его прав, есть, конечно, обязанности. То есть, поэтому человек, конечно, это должен непосредственно знать. Есть права, есть обязанности, которые он, как гражданин, должен в том числе придерживаться в рамках правового поля. Часть заданий игры касалась разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Кроме того, от участников требовались знания иных аспектов, в частности, демографии и экономики. Словом, уроки обществознания были усвоены отлично. Ведь сейчас говорится о том, что часы обществознания будут сокращаться. А я категорически противник этого, потому что на уроках обществознания мы можем говорить о законах, о изменениях, которые происходят в нашей стране. Основы правовых знаний они получают на обществознании. И хотелось бы, чтобы наши молодые люди, которые станут полноправными гражданами нашей страны, буквально имея возможность голосовать, избирать, быть избранными и так далее, они должны знать законы.
Знание, обширный кругозор и умение рассуждать, учитывая нюансы отдельно взятой ситуации, в ходе игры показали все участники. А тройку победителей составили команды лицея, школы номер 1 и гимназии, занявшие, соответственно, 1, 2 и 3 места. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В этот день стартует всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка. К этому дню приурочены мероприятия, которые помогут детям и взрослым решить важные вопросы. В Якутске также вели прием граждан. Подробнее об этом расскажет Даяна Федорова. Специалисты управления образования, департамента жилищных отношений, опеки и попечительства, а также адвокатская палата Якутии и Центр «Мои документы» оказали бесплатные юридические консультации. Присутствуют представители окружной администрации, департамента имущественно-земельных отношений, где они разъясняют порядок очередности, как они могут принять участие. Да, там же ежегодно разыгрывается квота по предоставлению земельных участков и порядок участия. Вот такие вопросы. Также вопросы получения социальной помощи у нас рассматриваются. Также у нас бесплатную помощь участвует адвокат. То есть они здесь оказывают бесплатную помощь в форме устной консультации. В этот день многодетные граждане, опекуны и попечители обратились по вопросам выплаты пособий школ и детсадов, получения жилищных субсидий, земельных участков и по самым различным вопросам. Актуальные вопросы у нас были по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, по продаже жилых помещений, где имеются доли детей, в основном, да, и по установлению вопросы были, по опеке, по установлению опеки были вопросы, по выплатам. Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. Действительно, ребенку трудно объяснить, да, юридическими терминами про его права, поэтому мы стараемся детям доступным путем объяснять их права и вообще обязанности, которые у них есть, да, которые у них наступают в соответствии с нашим законодательством. И, в принципе, пытаемся все объяснить на доступном их языке. День правовой помощи детям стал не только возможностью для детей узнать о своих правах, но и важным шагом к созданию безопасной и поддерживающей среды для их развития. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В стенах Московской государственной консерватории имени Чайковского открылся второй международный конкурс молодых пианистов имени Жиркова. Конкурс, посвященный памяти выдающегося композитора, был учрежден при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры и духовного развития Якутии, администрации Вилюйского района, а также ряда других организаций и учреждений, включая Московскую консерваторию и Высшую школу музыки Республики имени Босикова. Рад вас приветствовать и видеть опять в Москве. Мы уже за многие годы нашей дружбы стали настоящими друзьями. Вот, первого композитора Якутии, первого выпускника от консерватории Чайковского, вот, с нашей республики, вот, Марка Николаевича Жиркова. Вот, действительно, это второй международный конкурс. Я очень надеюсь, что это дело хорошее, доброе будет продолжено. В молодежном центре прошло важное и уникальное поэтическое событие. Мастер-класс «Поэзия – это просто» от практикующего нерюнгринского поэта Константина Шутина. Секреты стихосложения узнавала и наша съемочная группа. Участники мастер-класса окунулись в удивительную атмосферу творчества и проявили свои таланты с помощью поэтических наставников. Во время мероприятия гостями были получены не только теоретические знания о стихотворчестве, видах рифм и строф, но и уникальные практические приемы. Делается для того, чтобы все-таки не умирало, наконец, искусство стихосложения, чтобы все это дело развивалось, чтобы молодежь узнавала что-то новое. Вот. Но легка беда начала, если дальше что-то подобное будет планироваться в разных инстанциях, как молодежный центр, так наш «Пульс», то мы будем всегда откликаться. Поэтический мастер-класс вызвал большой интерес у нерюнгринцев разных возрастов. Причем как у тех, кто делает первые шаги в написании стихов, так и у тех, кто хочет отточить и совершенствовать свое мастерство.
У нас сегодня посетило достаточно большое количество людей. Мы ожидали, конечно, меньше, но нам безумно приятно, что разные возраста и совершенно разные люди интересуются поэзией. В данный момент времени это действительно очень важно, потому что поэзия – это фундаментальная часть культуры русского народа. И мы считаем, что такие вещи нужно проводить чаще. В качестве практической части присутствующие совместно написали четверостишие на случайно выбранную тему книги, на основе которого уже самостоятельно дописали собственные наброски стихотворений. Книга направит тебя, путь укажет и преподаст ценный урок. И в ситуации выход подскажет. Главное, зорко, смотри между строк. Заинтересовало это меня, потому что я очень люблю литературу, я с ней иду по жизни, я очень много читаю, я люблю читать. Я являюсь студенткой филологического института, что также стягивает меня еще больше, как увеличивает мою любовь к литературе. И поэтому, когда мы узнали, что вообще будет проводиться такой мастер-класс, я, естественно, этим заинтересовалась. Такие поэтические мероприятия являются действительно важной частью работы молодежного центра, ведь поэзия много веков является фундаментальной частью русской культуры, благодаря уникальному менталитету и богатейшему языку. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.